Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Саргалана Захарова. В Бухаресте стартует чемпионат Европы по борьбе. В соревнованиях по греко-римской, вольной и женской борьбе примут участие более 520 спортсменов из 38 стран. Мужская сборная России – один из фаворитов. В составе нашей команды на ковер выйдут 3 олимпийских чемпиона – Абдулрашид Садулаев, Роман Власов и Давид Чаквитадзе. Также немало имен, прозвучавших и на Кубке мира по вольной борьбе, который прошел в Якутске. Главный тренер команды Дзамбалат Тедеев отметил, что новички вышли на соответствующий уровень, их пора проверять на чемпионате Европы. Перед сборной стоит задача рассчитывать только на победу. 10 апреля выступления начнут женщины. Борцы греко-римского стиля закроют программу чемпионата. Их соревнования пройдут с 12 по 14 апреля. Голкипер петербургского СК Игорь Шестеркин и форвард челябинского трактора Виталий Кравцов могут присоединиться к клубу Национальной хоккейной лиги Нью-Йорк Рейнджерс уже в следующем сезоне. Об этом в Твиттер сообщил журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен со ссылкой на генерального менеджера клуба Джеффа Гортона. 23-летний Шестеркин в текущем сезоне провел 28 матчей в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги, в которых одержал 24 победы. В плей-офф на данный момент он провел 8 встреч, отражая 89,7% бросков. Кравцов провел 50 матчей в регулярке, в которых набрал 21 очко. В плей-офф 19-летний форвард отыграл 4 матча и отдал 2 голевые передачи. Кравцов был выбран Рейнджерс на драфте 2018 под 9 номером. Шестеркина клуб из Нью-Йорка задрафтовал в 2014 году под 118 номером. Московский «Локомотив» и петербургский «Зенит» сыграли в ничью со счетом 1-1 в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на РЖД-арене и стала для хозяев поля одной из самых посещаемых в текущем сезоне. На матч пришло почти 22 тысячи болельщиков. Первая половина матча прошла без ярких моментов. Счет открыли только во втором отрезке. После того, как арбитр рассмотрел игру рукой у защитника хозяев поля Ведрана Чарлуки, судья назначил штрафной в опасной близости от ворот «Локомотива». Его реализовал защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий. Ответный мяч полетел в ворота гостей на 61-й минуте. Его автором стал Андрей Лунев. «Зенит» набрал 45 очков и сохранил за собой лидерство в РПЛ. В следующем туре 14 апреля петербуржцы дома примут аутсайдера чемпионата махачкалинский «Анжи». «Локомотив» днем ранее в Грозном сыграет с местным «Ахматом». 10 медалей первенства Дальнего Востока завоевали якутские тхэквондисты. 4 спортсмена выиграли путевки в финал первенства России, передает «Спорт Якутии». Соревнования проходили с 3 по 6 апреля в Хабаровске. Борьбу за медали и путевки на финал оспаривали юные спортсмены в 2 возрастных категориях. Кадеты 2005-2007 годов рождения и юниоры 2002-2004 годов рождения. Как сообщил изданию главный тренер сборной Якутии Яков Гаврилев, всего в первенстве приняло участие более 250 спортсменов из 6 регионов Дальнего Востока. Республику представил 31 спортсмен из спортивных школ Покровска, Актемцев, Мирного, Якутска и училища Олимпийского резерва. По итогам турнира кадеты добыли 2 золотые и 2 бронзовые медали. В копилке у юниоров 2 золота, 1 серебро и 3 бронзовые награды. Победители представят Дальневосточный федеральный округ в первенстве России. Оно пройдет в Хабаровске с 1 по 5 мая. Самого великовозрастного футболиста мира определили представители книги рекордов Гиннесса. Им официально признан 73-летний израильтянин Ицхак Ахаика. К тому же старичок не просто любитель, а действующий спортсмен. Подробности в материале Артема Сторонова. На следующей неделе Ицхак Хаик будет праздновать свой 74-й день рождения. Несмотря на почтенный возраст, он до сих пор участвует в профессиональных футбольных матчах. Один из них состоялся в пятницу в городе Ор-Ехуда под Тель-Авивом. Игру посетил представитель книги рекордов Гиннесса, чтобы официально присвоить Хаику звание старейшего действующего футболиста. Я пока в состоянии сыграть еще один матч. Я очень счастлив. Это гордость не только для меня, но вообще для всего израильского спорта. Сегодня я отыграл 90-минутный матч после практически бессонной ночи. Ицхак родился в 1945 году в Ираке, но в возрасте 4 лет после создания государства Израиль бежал туда с родителями. Его дети говорят, что очень гордятся спортивными успехами отца, с которым иногда тоже играют в футбол. Это были новости спорта. Всего доброго.